Доброго вечора. Це телевізійний марафон «Кримське питання». 5 телевізійних каналів: ЮА-1, Громадське ТВ, АТР, Чорноморка, Радіо Свобода, Крим Реалії, низка вебсайтів, Громадське радіо, Українське радіо. Ми всі разом ставимо одне дуже просте запитання. Кримське питання. Протягом попередніх кількох годин ми говорили, як до цього дійшло. Зараз ми говоримо про українських громадян в українському Криму. В Крыму осталось больше 2 миллионов украинских граждан. Эти люди рождаются, эти люди учатся, эти люди получают образование, эти люди женятся, эти люди умирают. Как государство Украина относится к своим гражданам, почему она забыла, а если не забыла, то как она помнит и как она помогает тем своим гражданам, которые остались на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, мы будем говорить в следующие полчаса. Свыше 50 тысяч крымчан были вынуждены покинуть территорию Автономной Республики Крым и переехали на материковую Украину. Как сложилась судьба некоторых из них, вы увидите в нашем сюжете. Великим бажанням, задоволенням та любов'ю виготовляємо ці сири. Ну, можна сказати, знаєш, на себе. Якщо б, наприклад, рік тому нам сказали в Отобому, що ви приїдете з Ялти, будете у Львові, десь там близько Львова, варити сири, ми в жодному разі не повірили. Це просто зранку до ночі, і знов зранку просинаєшся, в тебе є сили та бажання діяти. Настільки от ми полюбили цю справу. Реально знайшли себе. І виявилося, що львів'яни цього очікували, вони просто пишуть слова подяки, що ми очікували, у нас такого немає, щоб, каже, свіжі сири на замовлення, ну ми виготовляємо лише під замовлення. Ну, львів'яни дійсно вже переконалися, що переселенці можуть бути корисними, що вони не просто приїжджають, очікуючи, що їм щось дадуть, чи щось їм там від держави або від львів'ян буде. От, а ми дійсно можемо бути корисними. І знаєте, ну, ця думка теж гріє. Якраз входимо в ту кількість людей, в то число людей, яке не змогло просто сприйняти, змиритися з окупацією. Якийсь час, знаєте, не хотілося виходити на вулицю, бо воно, все твоє рідне, ми корінні кримчани, стає просто чужим. Ти розумієш, що тобі тут просто немає місця. От, реально, ти розумієш, що треба щось міняти, бо тут жити просто неможливо, що тобі фізично вже не вистачає кисню. От ми зараз винаймаємо житло, але ми дихаємо реально вільно. І це, знаєте, це варто дорогого, я вам чесно скажу. Немає навіть от крапельки, які сумнів в тому, що ми чи правильно ми вчинили, чи будемо повертатись. Тобто ми настільки впевнені, що ми правильно вчинили, і треба жити тут далі, і подальше життя, подальші плани. Наше стосується Західної України, і ми не помилилися 100%. Ну, дійсно, ми правильно вчинили, що приїхали сюди. Це історія про людей, які переїхали. І сьогодні протягом півгодини ми будемо говорити про людей, щоб ми не забували про звичайних людей в розмовах про політику, про Путіна, про анексію і про майбутнє. Звичайні люди. І про це ми будемо запитувати у представників влади. Я вітаю в нашій студії. Заступник голови Держслужби з питань АРК Крим Зарембау Зембаш. Добрий вечір. Лілія Гриневич, народний депутат України. Олег Шаров, директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти, і Сергій Петухов, заступник міністра юстиции с питань европейской интеграции. Также я хочу напомнить, что нас можно не только смотреть, но и слушать в эфире нескольких радиостанций. И первый вопрос Сергею Петухову.
Сергей, вот я за 2 года на самом деле не смог понять, какая же политика государства Украина в отношении тех граждан, которые живут на территории Крымского полуострова. Что хочет государство Украина? Чтобы эти люди там продолжали, оставались жить, или чтобы они все-таки переезжали на материковую Украину? Ну, во-первых, это наши граждане, и мы не признаем то автоматически навязанное гражданство России, которое было выдано всем без спроса одним указом президента Российской Федерации. Это наши граждане. Мы продолжаем в меру возможностей обеспечивать их права на территории Крыма, а также мы делаем все для того, чтобы они держали связь с материковой Украиной, с территорией, которую мы контролируем, чтобы они могли при желании приехать сюда, получить документы, получить здесь социальные льготы. А на самом деле это выбор человека, быть ли ему в Крыму или переехать. У всех обстоятельства разные. Кто-то хочет уехать, но не может. Кто-то, наоборот, хочет жить в Крыму, но вынужден бежать от репрессий. Поэтому здесь в данном вопросе нет никаких политики государства в плане принуждения, либо советования действовать определенным способом. Мы делаем так, чтобы было комфортно, стараемся делать и тем, кто переезжает на материковую Украину, и тем, кто остается там. Мы пытаемся держать с ними связь, насколько это возможно, привлекать международное сообщество для мониторинга ситуации. И мы влияем на Россию всеми доступными способами для того, чтобы они не продолжали массово нарушать права наших граждан. Украинское государство по-прежнему считает всех крымчан нерезидентами. И это достаточно важный вопрос для крымчан. Они так и будут с точки зрения украинского законодательства считаться нерезидентами? Насколько я знаю, это решение, которое было принято на уровне подзаконного акта, оспаривается в судах. Я думаю, что суды должны четко дать определение этому решению. По большому счету, это наши граждане, которые живут на нашей территории. Есть особенности нахождения их на временно оккупированной территории. Есть объективные трудности, которые связаны с этим. Например, административная граница, которая находится, и там есть соответствующий режим ее пересечения. Нельзя просто так выехать в Крым или въехать из Крыма, к сожалению. Это объективный фактор. Но я думаю, конечно же, ни в коем случае нельзя считать наших граждан, которые оказались на оккупированной территории, нерезидентами или предъявлять к ним какие-то требования, которые мы не предъявляем к своим гражданам. Нас також цікавить історія про молодь. Ті люди, які закінчують школи, ті люди, які закінчують школи в Криму, вони мають отримати можливість навчатися в Україні. Хоча зараз, наскільки я розумію, є певні проблеми з тим, щоб дитина, яка закінчує школу в Криму, переїхала сюди у вищий навчальний заклад. На самом деле проблема очень простая. Да? Любой гражданин Российской Федерации со своим аттестатом об окончании средней школы в Российской Федерации может приехать и поступить в украинский вуз. А крымчанин, который гражданин Украины, но который получит аттестат о среднем образовании в крымской школе, там будет написано Российская Федерация, он не сможет на основании этих документов приехать и поступить в украинский вуз. Что с этим делать, Лидия Гриневич? Це не зовсім так. Тобто Так. А як? ми над цим працюємо. По-перше, є закон, який створює можливості для продовжувати свою освіту для кримчан в Україні за бюджетні кошти. А зараз є законопроект, який ми вже в комітеті розглядали, і він піде в зал на розгляд депутатів, який просуває ще далі оце право на освіту, і ми закладаємо можливість визнання будь-яких кваліфікацій, які здобули кримчани вже в тій системі освіти, от за цей час. Тобто спрощена процедура для визнання кваліфікацій, окрім того, встановлення відповідних квот для того, щоб вони могли навчатися в вищих навчальних закладах, щоб було більше сприяння і доступ до вищої освіти. У нас сьогодні ситуація така, я просто користуючись нагодою цього ефіру, хочу сказати, що ми скоординували діяльність між різними міністерствами і відомствами і говорили про те, як все-таки зробити можливості визнання атестатів, тому що з кожним роком це діти, які підростають, які зараз навчаються в молодших класах. І нам потрібно зробити так, щоб вони були влучені в наш процес. Тому що не проблема визнати, наприклад, математику, фізику, хімію. Проблема – це є оцей український цикл предметів. Українська мова, українська література. Тому тут є кілька викликів. Перше, які ми розв'язуємо. Організація дистанційного навчання для дітей у Криму. Саме особливість цього українського циклу. Сьогодні є міжнародна українська школа, яка вже розробила такий дистанційний курс, і будь-яка дитина кримська може на нього зареєструватися і навчатися в міжнародній українській школі. От зараз там навчається понад 150 дітей. Але з точки зору найближчого
найближчого часу. Отже, зараз буде вступна кампанія. Отже, От, починаючи правильно. найближчим часом вступна кампанія. Пане Олеже, у вас є конкретні поради для тих людей, які закінчують зараз середні школи в Автономній Республіці Крим? Як їм подаватися, щоб потрапити до Києва, Львова, Вінниці, куди завгодно? Ми із задоволенням їх приймаємо. Я хочу сказати, що за досвідом 2015 року всі бажаючі кримчани мали можливість зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, у тому числі пройти його в більш, скажімо, зручні для них терміни, враховуючи особливість їх ситуації. Потім вони вступали на підставі зовнішнього незалежного оцінювання до українських вищих навчальних закладів. І ті з них, хто не зуміли вступити на бюджет і вступили на контракт, вони звертались до Міністерства освіти і науки, і впродовж вересня, жовтня, листопада ми їх переводили на бюджетне навчання по всіх вищих навчальних закладах України. Тому те, що залежить від Міністерства освіти, те, що залежить від української держави, ми виконуємо. Фактично, єдина вимога, єдина, якщо хочете, єдина лояльність, яка вимагається від самих кримчан, це зареєструватись на зовнішнє незалежне оцінювання, пройти його для того, щоб дійсно вступати на конкурсних, на рівних умовах з усіма іншими громадянами України. Но они должны иметь аттестат о получении среднего образования украинского образца для этого. Вони фактично одночасно з реєстрацією на ЗНО можуть зареєструватися і в будь-якій українській школі екстерними, не тільки в міжнародній українській школі, а практично в будь-якій на території України, і здобути цей атестат. До речі, зараз на сайті Міністерства освіти і науки появиться новий документ. Він називається так: «7 кроків для отримання українського атестату і вступу у ВНЗ». І саме це карта для випускників, яка розроблена для тих випускників, які у Криму і взагалі в наших тимчасово окупованих територіях. І, власне, згідно з цими кроками можна побачити абсолютно всю процедуру. Додаткові сесії зовнішнього незалежного оцінювання, додатковий час для реєстрації. Все це передбачено, беручи до уваги уроки, які отримали в попередні роки. Наприклад, для нас дуже важливо, щоб проходження зовнішнього незалежного оцінювання не співпало з їхньою государственною атестацією в Криму. Тому що тоді діти фізично не можуть брати участь в іспитах і там, і там. Тобто ми це все розводимо і беремо до уваги так, щоб зробити більш комфортним в часі можливість складання цих іспитів. Чудово. І ми сподіваємося, що це буде також не лише на українських серверах, тому що в Криму не завжди легко зайти на українські сервери. Вполне возможно, что будут блокироваться такие сервера. Я, кстати, хочу привлечь к нашему разговору с второй площадки студийной. Там есть у нас Тамила Ташева, Александр Лиев, Владимир Егоров, Алена Батракова. Это все крымчане. Коллеги, на ваш взгляд, что может сейчас сделать украинское государство для того, чтобы не потерять вот то поколение детей, которые уже фактически 2 года учатся по российской школьной программе, но это все граждане Украины? Доброго вечора ще раз. Я би хотіла приєднатися до слів пані Лілії і сказати, що я бачу, що ми зробили висновки з попередніх років. Тому що в 2014 і 2015 році були величезні проблеми при переведенні студентів, були проблеми для того, щоб здати паралельно, отримати атестат і зовнішнє незалежне оцінювання. Наша організація якраз займається моніторингом цих порушень з боку кримських абітурієнтів і допомогою в оформленні певних документів вже тут на материковій частині країни. Ми бачили проблеми, коли студенти переводили в 2014 році, і деякі кейси ми вирішували насправді через прокуратуру Криму. І тому казати, що не було проблем в 2014-2015, мені видається, що це не дуже чесно було б. Тамила, а есть ли на сегодняшний день проблема для тех студентов, которые проучились год, 2, 3 в крымских вузах, а сейчас вдруг решили переводиться в Украину? Ну вот просто они растерялись, или не было материальной возможности перевестись в Украину. Насколько я знаю, на сегодняшний момент такие студенты не могут вот с того же курса дальше продолжить обучение в украинских вузах. Насправді так, одразу вони не можуть продовжити, окрім того, перевестися, якщо вони навчалися в Криму на бюджетній формі навчання, вони не можуть автоматично переводитись тут на бюджетну форму навчання. Тому є проблеми, але видно, що я би хотіла все ж таки це відзначити, що Міністерство освіти і науки і комітет з освіти, вони зробили певні висновки, і я дуже сподіваюся, що вступна кампанія 2016 року, вона пройде зовсім по-іншому. Спасибо. Еще Александр Лиев, пожалуйста. Да,
Да, и то, что сейчас слышал от коллег про то, что планируют сделать, это действительно то, что нам нужно. Это то, что мы от вас ждем, от Министерства образования, от комитета профильного. Но хотелось бы, чтобы это уже было сделано, потому что сегодня уже 2 года оккупации Крыма, и на носу уже вступная кампания. У нас есть проблемы и с переводом, то, о чем говорил Александр. Действительно, наша правозащитная организация сталкивалась и помогала в переводе нескольким студентам. С одним из них это была огромнейшая проблема, там, где человек переводился в государственный вуз украинский и переводился не на бюджетную программу, он смог перевестись только на курс ниже. Вот, то есть ему тот год практически не засчитали. Дякую, Олександр. Есть у нас проблема и с регистрацией новорожденных, то есть это будущих, да, там, нашего будущего. У нас есть целый ряд обращений по этому поводу, мы помогаем, за руку буквально проводим. Я вам скажу так, надо любить Украину немыслимо, так как мало кто ее любит из законотворцев, которые придумали такую процедуру, чтобы новорожденный в Крыму рожденный получил украинское свидетельство о рождении. Это нужно пройти достаточно Вот серьезно. давайте как раз об этом сейчас поговорим еще. Немного в сторону проблему образования. Вот человек только родился. Да? Что это за сложная процедура? Сергей Петухов, пожалуйста. Да, как раз она сейчас изменена. Буквально вчера или позавчера вступил в силу новый закон, который упрощает эту процедуру. В чем проблема? Украина не признает ни одного документа, выданного нелегитимной властью в Крыму. Соответственно, следствием этого является то, что мы не признаем ни свидетельства о рождении, выданные там, ни медицинские справки. Таким образом, человек, который родился там, у него на руках крымские документы, но в Украине не все недействительные. И когда родители пытаются получать документы для их детей, автоматической процедуры нет. Есть судебная процедура, процедура установления факта рождения или смерти. Она достаточно сложная и, в общем-то, всегда она использовалась только для исключительных случаев, когда рождение было за пределами роддома, при неприятных обстоятельствах, когда не было медицинского свидетельствования этого факта. Учитывая ту ситуацию, которая сложилась, и так как это был единственный путь для крымчан и жителей оккупированного Донбасса, мы, насколько возможно, упростили эту процедуру. Сегодня жители Крыма либо Донбасса могут обратиться в любой суд на территории Украины, где их заявление, а мы сейчас готовим памятку и образцы заявлений, достаточно простой документ, на самом деле, заявление о установлении факта рождения, заполняют эту одну страницу, докладывают все те документы, которые они получили либо в Крыму, либо в оккупированном Донбассе. Суд должен неотложно принять к рассмотрению это дело. В принципе, они получают приоритет. Это положение Гражданского процессуального кодекса. Рассмотреть это дело, они, в принципе, обычно несложные дела. Если есть документы, не признавая их юридической действительности, суд учитывает те ведомости, которые в них находятся, подтверждает действительно факт рождения, принимает решение, сразу же видає вот на руки, і в будь-якому ЗАГСі України можна отримати документ. Окей. Дивіться, крім документів, що ще держава насправді може зробити? Я зараз звертаюся до пані Зарембої з Державної служби з питань АРК Крим. Дозвольте коротку цитату. Це сьогоднішня заява Петра Порошенка на сайті, де він оголосив про скликання окремої ради нацбезпеки і оборони, і він заявляє, що Україна рішуче захищатиме колективні права культурних, релігійних спільнот на території АРК Крим, зокрема права етнічних українців, також корінних народів, кримських татар, кримчаків, караїмів і інших меншин. Яким чином? Що ми можемо зробити реалістично? Ну, первое, что мы можем это сделать, так это максимально быстро реагировать на те проблемы, которые возникают в Крыму у наших граждан, которые сегодня находятся на временно оккупированной территории. Ну, вот только что мы говорили об образовании, но прошло уже 2 года, на самом деле. Мы потеряли 2 выпуска. Вот. Если опять-таки говорить в образовании, вернуться немножко туда, то, допустим, та же оккупационная власть, она очень мобильная, очень быстра, она там предложила в области образования какие-то проекты, крымский выпускник и прочее, которые не только дает там бюджетные места, он еще и дает какую-то материальную допомогу. Ми, і як прочее. журналісти, можемо про проблеми говорити мільйон годин. Согласна. Що ми можемо, що ми робимо? Ваша служба предлагает сделать в этом направлении? Да, предложений очень много. Но вот сейчас одно из важных таких событий, мероприятий или действий, которые мы производим, это организация при службе. Сейчас организована инициативная группа, которая организовывает проведение установляющих сборов
общественного совета. И это очень важно, потому что в общественный совет войдут общественные организации, правозащитные организации, все те, которые заняты проблемами Крыма. Давайте И запитаємо в мы- кримчан. Давайте запитаємо в кримчан, що їм потрібно. Мені підказують режисери, що у нас є прямий зв'язок на скайпі з представниками Криму. Зараз. Представитель Украинского культурного центра Алена Попова. Добрый день, Алена. Есть у нас связь? Алена, здравствуйте. Алена, добрый вечер. Алена, слышите вы нас? Добрый вечер, слышу хорошо. Алена, вот вы как представитель и активист Украинского культурного центра, как вы считаете, в Симферополе, как вы считаете, что может Украина сделать для своих граждан, которые остались на территории Автономной Республики Крым? Ой, вопрос трудный. С точки зрения образования. С точки зрения образования. Ну, на мой взгляд, некоторые шаги делаются в этом направлении. Например, инициатива по созданию своего рода новой установы, Таврический национальный университет, которая сейчас активно продвигается Владимиром Павловичем Казариным, моим коллегой. Мне кажется, вот правильный шаг в этом направлении. В образовательных программах могли бы быть какие-то, может быть, продвижения. То есть вот они не должны быть, на мой взгляд, сугубо украинские. Наверное, это должны быть какие-то интегрированные варианты образования для крымчан, где бы не обязательно было обязательным концентрация на украинском языке, а чтобы это был вариант такого вовлечения молодежи, студентов в такие инициативы, международные инициативы, но чтобы они исходили, скажем, из Киева, может быть, в этой плоскости. И, безусловно, у нас полностью отсутствует контакт с Украиной в плане общения на культурном уровне. К нам никто не приезжает, нет поэтов, литераторов, желавших бы здесь выступить. Мы пытались своими силами Украинского культурного центра привлечь несколько людей для того, чтобы совместно организовать встречу, элементарно площадку для того, чтобы услышать современное видение со стороны литераторов, потому что, безусловно, только на них надежда, чтобы они нам объяснили, что же происходит. Сорвались наши такие попытки. С одной стороны, боятся люди сюда ехать, с другой стороны, наверное, Спасибо. Не хватает инициативы. Спасибо. Алена Попова на скайп-связи была из Крыма. Ну, вы услышали, коллеги, да? Вы услышали, что хотят от нас крымчане, по крайней мере. То есть они хотят, чтобы к ним просто было больше внимания, больше интереса, чтобы Украина о них не забывала. Но у нас есть еще один очень важный момент. Значит, 1 апреля 2016 года Российская Федерация требует, чтобы все крымчане перерегистрировали свои автомобили на российские номера. Это напрямую не относится, конечно, к образованию. Но дело в том, что детям надо будет выехать, если они будут поступать в украинские вузы, надо будет выехать на территорию Украины. Их родителям надо будет их сопровождать. Что делать в этой ситуации, Сергей? У мене к вам вопрос. Дякую за запитання. Насправді, в даний момент ми не можемо контролювати ті рішення, які приймає Російська Федерація. Це насправді, мені здається, буде означати, що на перетин цього адміністративного кордону з Кримом отримують монополію українські машини з українськими номерами, тому що лише вони можуть виїхати і в'їжджати вільно туди і назад. А це означатиме, що кримчани, які проживають на території півострова, їхні транспортні засоби просто мають залишитися в Криму. Або вони матимуть тоді купувати машини з російськими номерами материкової частини Росії. Тобто, звісно, що це не сприяє сполученню Кримського півострову з Україною. Те, що я хотів би сказати, важливо, що ми можемо зробити... У нас дуже мало часу. Добре, важливо. Ми намагаємося зробити так, щоб в Криму була міжнародна присутність спостережних правозахисних моніторингових місій. Сьогодні в Криму немає жодної незалежної моніторингової місії. Когда они, кстати, могут появиться такие миссии? У нас в Україні є моніторингова місія справ з ООН, з нагляду за захистом прав людини. Вони навіть є в Донецьку. Вони можуть бути там, але не в Криму. Міністра закордонних справ, який тут буде. Але, пані Лілі, дуже коротке запитання, ми маємо переходити вже на перерву. Чи не час в парламенті створювати окрему комісію, яка би моніторила ці питання і виносила дуже швидко питання в парламент?
Ви маєте на увазі окремий комітет? Так. Можливо, або ж комісію, тому що комітет це складно з точки зору всіх процедур і регламенту, але я переконана, що мусить бути якась концентрація депутатів, які будуть чітко займатися цим питанням. Дякую. Дякую. Ми мусимо переходити на перерву. Залишайтеся з нами. В ефірі телевізійний марафон «Кримські питання». Через деякий час ми знову повертаємося в цю студію. Тирану 32 года. 32 года, 4 июля будет 33 года. Ну, он вот у отца, они вот здесь на Бородина, у них рынок стройматериалов. Он там тоже с отцом был. Потом вот они вот этот вот, когда вот это вот стала Россия здесь, они вот этот Шеймарданов, Леонид Корж и он, они вот организовали вот этот украинский дом. Они снимали помещение, и там вот организовали, Тимур у них там был главный, как это самое, потому что он старший, да. И вот они вот втроем вот с этого украинского дома, все, первый Корж пропал, потом Шеймарданов, и через 4 дня, они как буквально через 4 дня каждый и пропал. Трое. Все вот люди, которые считали нужным, что они украинцы, детишек своих, в веночках, танцы, песни, как раз на Пасху это было. Яички красили, там конкурсы у них были. Вот это вот фотографии все есть, вот полностью отчет. Потом на водохранилище они какой-то праздник делали. Вот насколько я знаю. Не знаю, с чем связать, почему именно они трое друг за другом пропали. Думаешь, может, Тиран там что-то где-то, а почему до него Тимур пропал? А почему до Тимура Леонид Корж пропал? Вообще непонятно. Сколько детей у Сирана? У Сирана 3 детей. Жена вот должна родить сегодня-завтра. На 3-го беременна в тяжелом состоянии. Да, это второй его брак. Ну и что? Это его дети, он не отказывается. Это наши внуки, они приезжают и жену его вторую любят. Все нормально. У него дочери было 16 июня 12 лет. Сыну будет 10 лет 7 августа. И вот сейчас должен родиться ребеночек. Сегодня-завтра она родит. Но вы представьте, в каком она состоянии. Вы подавали заявление в полицию? Да, мы подавали заявление, мы сразу. Вот он 30-го пропал, 31-го мы в 6 часов полседьмого вечера, мы по месту жительства в Киевский район милиции пошли, дали заявление, как нам сказали, вот ваш участковый, давайте ему заявление. Мы в течение 3 дней не можем ничего предпринимать, но потом уже откроем там дело или что они там могут. После этого, как мы подали, его жена подала заявление, к нам приехала полиция, взяла его зубную щетку, взяла станок, понятую позвали, я соседку позвала, все это написали. Но дома ничего не искали, ничего не смотрели, чисто вот это вот взяли щетку и станок, и все. Он ушел в домашней одежде, сказал жене ненадолго. Я позвоню, будешь подогревать, я приду и поем. Потому что она кричала, ты не кушал целый день, покушай. Он говорит, я на 5 минут буквально. Вот я сейчас вот сюда и обратно. Здесь для него это не расстояние для нас, наш поселок. Ушел и не вернулся. Позвонил жене, что встретился, идет назад, чтобы она подогревала кушать. И не пришел. У себя дома, в родном поселке. До дома не дошел. В 19:50 отключился телефон. Все. Ну вот Ибраиму говорила, вот брат был депутат его до этого, какая-то женщина говорила, но она сейчас на связь вообще не выходит, что они видели какую-то вот там под Абрикосиной какая-то бордовый лана стоял с транзитными номерами. Потому что, говорит, я-то так сама больно внимания не обратила внимание, что он на такой бешеной скорости выехал оттуда очень быстро. Очень быстро. Вот именно в это время. Вот именно в это время. Мы думаем, что вот этот бордовый ланос может его туда или что. Вот. Потому что потом ребята ходили и смотрели вот эти видеосъемки на заправках. И ребята ходили наши уже, и братья его, и друзья его. За 4 минуты, говорит, доехал этот ланос до вот заправки Лукойл, вот где лили, до Загородного. Очень быстро. Он, говорит, на бешеной скорости ехал. Ну, если предположительно его везли или... Ну, так-то, чтобы вот очевидцы были, что его затолкали в эту... Его невозможно затолкать.
Он 1,80 м роста и 100 килограмм. Его так просто не затолкаешь, он здоровый, спортивный парень. Или он сам сел туда, ничего не знаем. Ничего не знаем, но думаем, что все-таки вот на этой машине, мы так думаем. Крымский вопрос, марафон, посвященный Дню сопротивления российской оккупации Крыма. Продолжают Сергей Макрушин и Анастасия Рингис. Поговорим мы следующие полчаса о том, как обстоят дела на фронте международных судов, как Украина пытается возместить убытки, которые были причинены российской оккупацией Крыма. Но давайте сейчас посмотрим сюжет о таком крымском новом явлении, как национализация. З початком російської окупації Криму урядом Сергія Аксьонова було розпочато процес націоналізації активів, що належать державі Україна або її громадянам чи юридичним особам. 130 туристичних об'єктів, підприємства від нафтогазової до харчової промисловості, аграрні підприємства, майно операторів зв'язку, банки та інше. За даними Forbes, загалом націоналізовано близько 480 об'єктів. За даними інших ЗМІ, кількість таких об'єктів може дорівнювати 4 тисячам. Націоналізація проходила в Криму за дуже простою схемою. Контрольований Москвою уряд Сергія Аксьонова обирав необхідні активи і заявляв про необхідність передачі їх уряду. Парламент під керівництвом Володимира Костянтинова неухильно прохання задовольняв. Была обнаружена вредоносная программа, которая должна была 11.02, то есть сегодня отключить полностью базу данных, ну и практически оставить Крым без связи. Поэтому было принято мной решение направить в Государственный совет проект постановления, согласно которому предлагается национализировать предприятие Укртелеком. Прошу вас поддержать данное предложение. Считаю, что это будет сделано в интересах Крыма и крымчан. Спасибо. Без обсуждения. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Мы сегодня на голосование, прошу поддержать. В той же день на об'єкти заходила так звана Кримська самооборона та тимчасова адміністрація. Від цього моменту власники майна вже не мали змоги ним розпоряджатися. Збитки, яких було завдано в Криму, власники активів вже намагаються покрити в міжнародних судах. На кінець 2015 року тільки держава Україна сформувала позовні вимоги на 1,2 трильйона гривень. Спрямовують свої окремі позови також державні та приватні підприємства. Наприклад, НАК «Нафтогаз», що втратила контроль за Чорноморнафтогазом, оцінює свої збитки у $700 мільйонів і вимагає компенсації у Стокгольмському арбітражному суді. В тому ж суді Ощадбанк вимагає компенсації за 7 відділень, втрачених на півострові. Також 25 лютого стало відомо, що суд в Гаазі прийняв черговий позов від українського олігарха Ігоря Коломойського на $15 мільйонів за націоналізацію аеропорту Бельбек. Загалом втрати групи «Приват» в Криму дорівнюють майже 90 об'єктам. Доброго вечора, доброї ночі. Ще раз це кримські питання. Марафон продовжуємо в нашій студії. Сьогодні будемо говорити про повернення майна, яке ми втратили, або компенсація. У нас в студії зараз Олексій Каліна, перший заступник прокурора Автономної Республіки Крим. Доброго вечора. Є Герцадзе, заступник міністра юстиції України, та Богдан Єрьоменко. Доброго вечора. Ярослав Теклюк, директор з правових питань компанії «Нафтогаз України». На нашій другій студії присутній Роман Мартиновський, юрист, Мила Ташева, координатор проєкту «Кримсос» Сергій Мокринюк, координатор руху «Євромайдан Крим». Перше питання хотілося б адресувати Олексію Калині. Взагалі, які дані, скільки Україна втратила з анексією? Кажуть, від 37 мільйонів до 50 мільярдів доларів США. Є якась оцінка? Да, действительно, это так.
Ну, хотел бы буквально в несколько секунд уделить тому вопросу, что имущество наше не только, нашего государства, оно присваивается не только путем национализации. Есть национализация детского международного центра «Артека», садов в Грузофе. Есть растрата путем откупоривания бутылки «Херес де ла Фронтера» стоимостью $100 000. Есть вывоз картины Айвазовского на территорию Як Российской взагалі ви Федерации. це рахували? Есть два механизма. Первый, это, как вы уже сказали, международные судебные инстанции, по моему мнению, наиболее эффективный в силу скорости процесса. Ну, естественно, по каждому факту мы регистрируем уголовное производство и проводим досудебное расследование. Все государственные учреждения, госпредприятия, министерства, ведомства передают соответствующие материалы по поводу причинения ущерба. И действительно, на данный момент нами установлена сумма порядка 50 миллиардов гривен. Но я думаю, что это очень заниженная сумма, и в ходе следствия она будет Це значительно майно больше. держави чи це також майно Это майно приватне? держави. Майно Це держави. майно держави. Які є шляхи повернення, ну, якось компенсацію, як ми можемо компенсацію отримати як держава? Ну, учитывая то, что мы, естественно, не признаем решения тех органов незаконно созданных, которые принимают они по поводу национализации, предъявить к ним иск в рамках правового поля Украины, это неправомерно и, наверное, извините меня, глупо. Поэтому в ходе досудебного расследования мы собираем все эти материалы и передаем урядовому уповноваженному у справах Европейского суда. Это первый механизм. Второй механизм, если лица, виновные в совершении данных преступлений, они всем известны. Я бы не хотел сейчас тайну следствия раскрывать и назвать конкретные фамилии керівництва оккупационной власти. В случае том, когда они попадут в руки украинского правосудия, мы сможем заявить соответствующий иск и возместить этот ущерб. Мені не дуже зовсім зрозуміла сама процедура, тому що мені здається, що взагалі-то вже Україна могла почати цей процес більш активніше відстоювати свої позиції, та повертати процесс начат. Вот по поводу этого процесса у нас присутствует Ярослав Теклюк, директор по правовым вопросам компании «Нефтегаз Украина». Какое имущество было потеряно компанией в Крыму, на какую сумму и на какой стадии находится обращение в международные суды и судебные разбирательства? Ну, я бы сейчас не хотел бы говорить о цифрах конкретных. А ми знаємо цифри 15 мільйонів, так? Чи більше? Ні. Я бы не хотел назвать. Разные цифры ходят. Да, я бы сейчас воздержался на этом этапе. А я чему? могу говорить о категориях имущества, которое было потеряно, о том, что было потеряно. Начнем с того, что имущество, если мы говорим об имуществе «Нафтогаза» напрямую, то это, скорее всего, можно говорить только о газе, который был в подземном хранилище газа, которое тогда контролировалось Черноморнафтогазом. Если мы говорим об, скажем так, самых существенных активах, это активы Черноморнафтогаза, которые это, ну, среди них и вышки, буровые платформы, в том числе известные вышки под названием вышки Бойко. Это залежи нефти и газа на шельфе. Это имущество, которое использовалось для обслуживания буровых платформ. Это газопроводы. Это пароходы, некоторые из них находятся вне досягаемости на сегодняшний день Российской Федерации, то есть это находится на территории или там территориальных водах других государств. Есть, нам известно о том, что делаются попытки перерегистрации этих кораблей для того, чтобы они могли ходить под российским флагом. То есть мы в меру своих возможностей сопротивляемся этому. На сегодняшний день все-таки сохраняется регистрация за этими суднами, они ходят под украинским флагом. Надо сказать, что была проделана значительная работа предприятием Черноморнафтогаз, которое фактически потеряло все. То есть ни документов, ни бухгалтерии, ничего нет. То есть все осталось в Крыму, поэтому они це буквально... навмисно було зроблено, так? Ну как, то есть это предприятие, которое находилось в Крыму, то есть просто пришли люди в какой-то момент, сказали, что это предприятие находится сейчас под контролем там, властей Крыма. І, ну, це ускладнює? Ну, это не то, что це не те, що ускладнює. То есть это фактически, когда у вас там не остается документов, по которым вы можете даже там обязательства компании проверить или там обязательства перед компанией. То есть это значительно усложняет.
Поэтому такая работа непростая, работа кропотливая, долго ввели эту работу в части Черноморнафтогаза. Если мы говорим о других компаниях, то есть это Укртрансгаз, это часть газопроводов, те газопроводы, которые были частью ГТС Украины. Это какие-то недвижимые имущества, которые принадлежало Укргаздобыче. Это компании, которыми Яка у вас стратегія? То есть Є якась стратегія? мы провели, скажем так, потратили значительное время для того, чтобы решить, каким путем двигаться. Для нас однозначно было, что нужно идти, обращаться в какие-то международные арбитражи и требовать возмещения убытков. Там стоял вопрос, то ли это ЕСПЧ, то ли это следовать, скажем так, идти по положениям договора между Украиной и Россией о взаимной защите инвестиций. Мы, скажем так, выбор наш пал в пользу второго варианта. На сегодняшний день нами направлено было уведомление России о споре, то есть это требование, которое, согласно требованию, предусмотренного самим двусторонним договором, начато, и мы инициировали процедуру переговоров, которая требуется по этому договору. По истечении 6-месячного срока мы будем готовы подать иск. У нас присутствует заместитель министра юстиции Украины Гея Гецадзе. Хотелось бы грузинский досвід. у вас спросить, да, Грузия имеет опыт противостояния российской агрессии и знает, какие могут быть последствия, и, вероятно, тоже есть опыт разбирательств в международных судах. Выигрышные дела были в Грузии? Да, были два этапа выиграла сейчас Грузия в Европейском суде по правам человека. Это, конечно, нельзя сказать, что там конкретные граждане получили конкретные результаты, но это хорошее, потому что очень долго это длилось. Но я думаю, что для нас сейчас, в нашей ситуации, этот процесс будет продвигаться еще быстрее, потому что аналогичные кейсы. С другой стороны, Грузия, насчет Грузии уже Международный уголовный суд. Прокурор Международного уголовного суда посчитал нужным обратиться в суд, и они открыли расследование. И в то время Россия отказала сотрудничать, и это тоже хорошо, потому что они не хотят предоставлять доказательства. Но с другой стороны, у нас сейчас больше чем 4000 предприятий, у которых иски в Европейском суде по правам человека. А вот вы, например, частные компании сами выбирают свою тактику. Как будут обращаться. Мы, Минюст, все будем помогать и консультировать, и давать разные практики, не только международных арбитражей, но и разных стран. Например, можно спросить, на уровне государства Грузия и суд, позыв против государства Россия, на этом уровне были какие-то иски? Получили вы какие-то компенсации? Нет, фактических компенсаций Насколько не было. это возможно? Это, такой вопрос. Российская Федерация может проиграть в суде, но заплатить компенсацию – это их воля. Если они не будут платить компенсацию, весь мир цивилизованный еще раз увидит, что они не признают судебные решения. Они побоялись, поменяли свое законодательство в последнее время, и там написали, что если Конституционный суд будет утверждать решение Европейского суда по правам человека, тогда мы признаем. Я думаю так, что через 2, 3 или 4 месяца мы не должны врать нашим гражданам, что они получат по компенсации, потому что эти суды, у них процедуры долгосрочные. Но каждый наш шаг вперед, каждый результат еще раз доказывает всему миру, что государство Российская Федерация есть оккупант. Это мы должны доказать обязательно, чтобы потом в будущем Российскую Федерацию признали как фактически осуществляющего контроль на оккупированной территории. Там не существует властей Крыма. И в Грузии тоже не существует властей Абхазии. Это временно оккупированные территории Российской Федерации, а по международному праву государство, которое фактически контролирует территорию, оно и отвечает за это. Поэтому я бы обратился ко всем и иностранцам, и гражданам России, и другим гражданам, которые интересуются инвестировать или покупать какие-то дома или нерухомость или в Крыму, или в Абхазии. Воздержитесь от этого, потому что все эти сделки будут признаны недействительными.
Я хочу попросить передать слово нашей второй площадке. Роман Мартыновский, юрист. Роман, расскажите нам о том, что происходит с имуществом физических лиц в Крыму. Можно ли как-то там обезопасить свою собственность от посягательств? Что делать, если собственность отняли? Добрый вечер. Да, действительно, мы наблюдаем за последние почти уже 2 года, что граждане страдают не меньше, чем наше государство пострадало от действий, которые совершены были Российской Федерацией на территории Крыма. И я хочу сказать, что на самом деле, если у государства есть достаточно много рычагов воздействия и достаточное количество механизмов для того, чтобы задействовать для защиты своей собственности, то у граждан, по сути, можно говорить, есть единственный механизм – это возможность обращения в Европейский суд по правам человека. С нашей точки зрения, основные нарушения, они происходят ежедневно, происходят в том, что граждане лишаются своей собственности, так и ограничиваются в использовании. Что касается лишения, самые яркие примеры – это примеры, связанные с предприятиями, с частной формой собственности, которые не смогли пройти перерегистрацию по российскому законодательству, и имущество этих юридических лиц было национализировано и продолжает национализироваться. Дальше речь идет об умышленном уничтожении имущества. Это снос дома по улице Капитанской в городе Севастополе. Это снос рынка по улице Козлова в городе Симферополе. Это такие достаточно масштабные примеры уничтожения имущества. Имеет место также уничтожение имущества, которое было признано оккупационными властями самовольными строениями. И здесь тоже возникают вопросы, и есть примеры из практики Европейского суда по правам человека, когда такое имущество подлежит защите, и граждане могут обращаться в Европейский суд за защитой нарушенного права. Да, это не так легко делать тем гражданам, которые продолжают оставаться в Крыму, потому что существуют проблемы и коммуникации с Европейским судом, но для этого существуют такие организации, как наша, как другие организации, которые активно занимаются вопросами защиты наших граждан и их прав в Крыму. И я хочу сказать, что мы, конечно, говорим и много будем говорить и продолжаем говорить о том, что Россия активно вмешивается в право собственности, но есть и проблемы, связанные с тем, что в определенной степени граждане наши, особенно внутренне перемещенные лица, также страдают от того, что и Украина, к сожалению, допускает неправомерное вмешательство и в право собственности наших граждан. Но я думаю, об этом мы поговорим немного позже. Вот. А сейчас я хочу сказать, что помимо уже того механизма, который я назвал, есть еще один механизм. Речь идет о международном уголовном суде. И я хочу сказать, что такие действия, которые связаны с масштабным уничтожением имущества, это 2 примера, которые я привел, они подпадают под действие 8 статьи Римского статута и могут быть признаны даже военным преступлением. Пане Романе, дуже вам дякуємо. Пане Богдане, слухайте, ви ж одних з перших заснували волонтерську організацію, благодійний фонд «Майдан закордонних справ». Ви одні з перших, хто почав консультувати наших громадян, які поверталися в Україну з окупованого Криму. Скажіть, будь ласка, всі ці позови в ЄСПЧ, наскільки це дієвий механізм? Наскільки багато громадян вже вони написали подали ці позови? Ну, насправді ми не є благодійною організацією в сенсі роботи по допомозі громадянам, які подаються з позовами. Хоча ми робили роботу, ми організовували семінари, які пояснювали механізми, процедури, які можливості є у людей. До речі, в цьому плані абсолютно, це не типово для громадянського суспільства, але можна похвалити і Офіс урядового повноваженого з питань Європейського суду з прав людини. Тут робиться, вже дещо робиться, і громадяни, які цікавляться практикою, можуть знайти інформацію, як їм робити. Ми, як організація, яка більше займається аналітичним супроводом ситуації в Криму, говоримо, власне, дивимося з політичний аспект цієї справи. І він, з нашої точки зору, полягає в тому, що подача позовів як приватних осіб, тобто як юридичних, так і фізичних осіб, так і держави Україна, є не лише питанням відстоювання своїх прав, отримання вигоди якоїсь, так, або компенсації за неможливість отримати її. Це є акт патріотизму.
Тобто кількість таких заяв, Кількість таких заяв, і, зокрема, важлива сама по собі, і ми закликаємо громадян України, і, зокрема, от тих вимушених переселенців, які позбавлені можливості користуватися своїм майном, позбавлені можливості реалізовувати свої інші соціальні, інші права на території в місці свого постійного проживання, на території Автономної Республіки Крим, позиватися. Причому позиватися, звичайно, потрібно до російської держави, але тут треба говорити, що і українська держава могла б робити дещо більше. Що, наприклад? Я думаю, що на певному етапі ми обов'язково прийдемо до цього питання. Україна могла би компенсувати збитки своїм громадянам з тим, щоб на пізнішому етапі в регресному позові вимагати компенсації, пропонуючи певний, скажімо так, консолідований позов до Російської Федерації, компенсувати це з боку Російської Федерації. Тобто українська держава, яка не змогла захистити територію і не змогла захистити права громадян, коли вони проживали в Криму, в принципі, могла б взяти на себе такі зобов'язання. Хоча, звичайно, це складний процес, зрозуміло, що... А ця невеличка компенсація, яку отримують переселенці? Ні, вона... це зовсім не те. Це мова йде фактично про втрачені якісь майнові права, про можливість втрати вигоди і так далі, і так далі. Саме про майнові якісь питання. Але, звичайно, тобто є можливість і потрібно позиватися. Абсолютно правильно, чим більше є вироків суду і рішень, тим переконливішою виглядає юридичне становище України в цілому у протистоянні з Російською Федерацією. І я б не сказав би, що зовсім безнадійно виглядає питання отримання компенсації, тобто реалізації цих судових рішень. Росія не завжди буде такою сильною. І в даному випадку на нашій стороні те, що в порівнянні з Грузією, все ж таки українська ситуація розгортається в кращих умовах, ніж ситуація була з Грузією, оскільки ми маємо значно чіткіше виражену підтримку світового співтовариства. Ми маємо і резолюцію Генеральної асамблеї ООН, ми маємо політичні позиції країн. Слухайте, я правильно зрозуміла, що Україна недостатньо використовує ці можливості, які вже є? Це важко сказати. Перш за все, ці судові можливості не настільки очевидні, і терміни прийняття рішень, і ефективність цих процедур, щоб можна було сказати однозначно, так, що були такі можливості, ми не скористалися ними і так далі. Тобто є багато питань до самих цих судових процедур, до самих цих судових органів, можливості їх використання. Можна робити більше? Напевно, завжди можна робити більше. Але перше, що ми повинні зробити, це зовсім не те питання, з якого ми повинні починати критику своєї держави, оскільки ситуація безпрецедентна великою мірою. Я думаю, що точно треба робити більше, це пояснювати громадянам, що вони повинні позиватися до Російської Федерації і допомагати їм конкретними юридичними послугами, якщо потрібно фінансовими послугами і так далі для оплати якихось там адвокатських чи інших послуг. От в цьому плані держава повинна поводитись більш активно. Пане Олександре, а ви знаєте зараз взагалі, яка цифра, скільки заяв вже подано в СПЧ? Це там сотні чи тисячі? Нет, к сожалению, такая информация мне неизвестна. Это не относится к компетенции органов прокуратуры. Мне известно, что есть 4 иска Украины против России, по информации Министерства юстиции. Від України? Чи від приватні підприємства? Это не наши... Больше, чем 4 тысячи.